Смотри, издалека похож на микрофон, да? Глаза прищурь. Там же микрофон. Это кисточка. Прищурь глаза. Бывали очень хорошие. Так уж что не вставай. Репортажи можно? Сегодня находится. Корнель, она тоже Она только что услышала привидение. Где? Где именно? Где ты услышала? Так, мама, я так и знала. На первом этаже, сейчас я Юльке На передам. первом этаже, на первом этаже. Там Конечно, там где я живу, я! Где привидение? В автобусе? Да, папа, тихо. Я думаю, дверь. Это мужской голос, который напевает песню. И Прикиньте, мужской голос напевает песню. Мужской голос? мужчина, когда например, чистит машину или еще что-нибудь делает, они напевают так. Корнелия, дело в том, что у нас рядом совсем гараж, и она, хозяйка сдает гараж. Корнелия, успокойся, там, скорее всего, кто-то в гараже. пели? Привидение. Ну, Корнелия, самый вероятный случай. Она же не может подумать. Успокойся, моя хорошая, там нет никакого. Там нет привидений, там есть мужчина, и то... Это хорошо уже, Корнелия. Корнелия, ты не Мужчина одна, лучше, чем там есть привидение. Он материализован. Ну все, давай, маленькая, это все нормально. Да. Давай. А как так включить громко говорите? Пожалуйста, прожуй, а потом говори. Алло. Понимаете, все дело в том, что сегодня Корнелия прямо из Барнаула улетела в Москву для того, чтобы участвовать в концерте Георгия Ароновича Граняна. Сегодня она поехала в наш дом, в нашу деревню, и там, наслушавшись от нас, что там куча каких-то привидений или что-то еще, ей, конечно, почудилось. Она, значит, стоит в душе, купается и слышит мужской голос, напевающий что-то непонятное, невразумительное. Все дело в том, что хозяйка-то наша сдает гараж, который на первом этаже находится, и Корнелия под впечатлением тут же начала что-то себе придумывать. Это, кажется, мужчина. Ну а пока же, нет, я просто думаю, я просто хотел сказать, что пока топ-ньюзом у нас остается это привидение администратора фабрик в капюшоне сиреневого цвета. Мы пока его еще не видели, к сожалению, но все знают, что он где-то есть, и, быть может, камера сегодня зафиксирует это чудесное событие в городе Барнауле. Мы все будем ждать привидения в сиреневом плаще, призрак администратора фабрики. Мне же сегодня подарили бальзам тонизирующий. Тань, ты видела? Знаешь, если платишь... Бальзамчик тонизирующий, алтайский. Алтайский букет. Это для чего бальзамчик? Нет, это сказали не больше ложечки в чай или кофе. В общем, да, надо возбудиться перед концертом, как ты считаешь? Ну, нальешь мне, А смотри, с Сургучом. Да не сапарик, по ложечке. С Сургучом. Мне как-то знаю, чем открыть. Только не наклоняй! Я тебе сейчас дам. Тебе нельзя, тут нервная перевозбудимость как противопоказание к применению. Да? Зубами, Юль. Юль, зубами. Ладно. Как ты знаешь как? Давай, я. Нет, Погнали, ребят. Понеслась. Я люблю себя. На камеру. Работаем. Нормально. А не смущает ли вас то, что... Вы не хотите вообще у меня что-то спросить? Подождите, пожалуйста. Я вас прошу, вот Татьяна Богачева здесь у нас сидит, пройдите, пожалуйста, к нам на передачу, рубрика Муз-ТВ, «Звездные фабриканты». Вас не смущает то, что даже Филипп Киркоров сказал, что он ходил в туалет здесь ведерочка с водичкой. Вас не смущает? А ты знаешь, что нет туалета? Я знаю, что у нас есть замечательная ведерко. У нас есть ведро. Нам сказали на полном серьезе, что мы можем...
Если приспичит, в принципе, сходите, есть ведро. Но нам сказали, что находили некоторые звезды. Да, что в это ведро ходило, так сказать. Да, я знаю. Мне язык не поворачивает сказать, кто ходил в это ведро. Меня это, наоборот, даже раззадоривает. В связи с тем, что туда ходил Филипп Киркоров, я сейчас же туда сейчас схожу. Отлично, но вы представляете, 2,5 часа будет идти концерт, и вдруг вот вы будете пить чай, воду, и вам приспичит буквально вот в туалет сходить. Я никого не стесняюсь в коллективе, я пойду при всех. Если Прям выгонят все вот этих сходят. двух А девушек. вам не будет вот холодно, там же ведро же оно железное, холодное. А я не буду прикасаться. Пожалуйста. Отлично, отлично. Мы узнали девушек, свои самые секреты. подробности, самые подробности. скабрезные! Тот таинственный призрак администратора в сиреневом плаще. Так, кто же этот призрак администратора? Сейчас мы проверим. Так, ну-ка, подвинься. На самом деле это не страшно, это всего лишь наш звукорежиссер Дмитрий. Вот, Дмитрий, как это в древности говорилось. Итак, вот такие вот истории у нас в «Звездных фабрикантах», и буквально в этом театре... Вот просто я готов сейчас спорить с кем-то. Смущался! Знаешь, как обезьяна? Я только что выступила в городе Барнаул. И нам всем очень-очень понравилось выступать. В общем, программа у нас была, в принципе, как обычно. У нас новая постановка. Заряженный номер. Да, бешеная энергетика была в зале. И на песне все сделала сама, на моей песне. Я, конечно, немного ревновала, но я воспели ее очень хорошо, я была очень довольна. И я думаю, пока зима окончательно не закончилась, в любом случае, погода зимняя, мы, наверное, практиковать исполнение этой песни. Решили погулять по залу немножко, погулять вместе с нашими зрителями, еще раз продемонстрировав то, что группа «Дядь» со своими зрителями неразделима, по-моему, довольны были все. Пока мы спускаемся, пока мы начинается паника. Ты как будто это Юльке расскажешь. Какие там что-то. Время свое красоты, ведь в каждой судьбе вот собрать. Время на. А ты Сулю берут? Не, они будут люди здесь. Ты можешь там, когда будем назад идти, даруешь любовь. Там, ну как, просто молодым, любовь. А я сами только.